Здравствуйте! И с вами второй сезон школьных новостей. И это наш 12-й выпуск. 1 сентября вся страна отмечала День знаний. И в нашей школе тоже был праздник. На торжественной линейке собрались все первоклассники и их родители. Да, а также там были 11 классы. Для детей было организовано путешествие в страну знаний. Не без помощи старших, конечно. Мы надеемся, что этот школьный год станет для вас интересным и плодотворным. С праздником вас поздравляем, друзья! Внимание! Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, объявляется открытой! Особенно, конечно, хотелось бы и поздравить наши 11 классы. Если для наших первоклассников это первый звонок, то для вас это звонок, напоминающий о том, что осталось не так много времени. Мы, конечно, желаем вам не тратить этого времени понапрасну, приложить все усилия для того, чтобы улучшить свои достижения и вступить во взрослую жизнь с хорошим результатом школьного образования. Всем желаю крепкого здоровья, терпения, удачи, она нам никому не помешает. Всех еще раз поздравляю с праздником, с Днем знаний! Поздравляю вас всех с 1 сентября, с Днем знаний! Желаю детям, мальчикам и девчонкам, чтобы вы слушались родителей, слушались учителей, учитесь на 4 и 5, но не расстраивайтесь, когда получите тройки. Мы все получали тройки. И всегда по всем предметам получать мы будем 5. А теперь открывай нам, школа, дверь. Принимайте в школе нас. Здравствуйте, мы первый класс! Кто знает этот инструмент? Ну-ка, пожалуйста. Труба? Ты думаешь, труба? Это флейта. Хорошо, молодцы. Кто умеет танцевать? Я умею танцевать. Нет. Осенью посвятили свои стихи многие поэты, ведь это удивительная пора. 20 сентября прошел школьный конкурс стихотворений «Поэтическая осень». Все участники подошли к конкурсу творчески, молодцы. Стихи сегодня прозвучат очень разные, и все они посвящены замечательному времени года. Это осень. Мы не грустим, пугая снова дыханием близкого зимы, а голос лета прожитого яснее понимаем мы. Есть в осени первоначальная, короткая, но дивная пора. Безденствие. В мягком
платке на озябших плечах, девушка в роще, в густой синеве, с пальца кольцо потеряла в руке. Ой, что-то я засиделась. Надо еще цветы в вазу поставить, а то завянут. Дни все короче и короче, вечерами холоднее, листья деревьев еще не успели поблекнуть, как уже лежат подобно желтому ковру. Эдуард Асадов. Осенние строки. Багряные листья, словно улитки, свернувшись, на влажной земле лежат. Дорожка от старой дачной калитки к крыльцу пробирается через сад. Тучки, качаясь, плывут, как лодки. В саду стало розово от рябин. А бабушка ей на мне сковородки жарит румяный солнечный блин. Отцветший шиповник не зацветет, молодость снова не повторяется, а счастье, когда оно промелькнет, назад к человеку не возвращается. Уж нет ее, я был у берегов. На берегу, на зелени лугов, я не нашел чуть видимых следов, оставленных ногой ее прекрасней, задумчиво бродя в глуши лесов. Мы сегодня хотим, конечно, следующие поздравить всех наших участников, болельщиков. Желаем всем дальнейших успехов. В воскресенье 21 сентября наши школьники приняли участие в ежегодном кроссе наций. Смотрим репортаж с места событий. Здравствуйте! Сегодня 21 сентября, и мы находимся на кроссе наций. Из нашей школы участвуют 9, 10 и 11 классы. Народу много. Здравствуйте! Здравствуйте! Как ваше настроение? Прекрасно. Что вы думаете о кроссе наций? Кросс нации – это здоровье, хорошее настроение и бодрость. Спасибо. И на этом все. С вами были Фаина и Саша. До скорой встречи. Здравствуйте. Как ваше настроение? Очень хорошо. Что вы думаете о кроссе наций? Хорошо думаю. Mama, I'm a criminal.